Как мы знаем, в этом году исполняется 20 лет со дня создания и открытия регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Что послужило целью создания фонда и какие задачи стояли и стоят перед ним? Действительно, это был такой тяжелый период, не только для чеченского народа, но и для всей республики в целом, когда мы потеряли нашего первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И чтобы продолжить тот светлый путь, те его добрые дела, тогда, в 2004 году, в июне месяце, появилась идея создать фонд имени такого великого человека, религиозного деятеля, нашего национального лидера Ахмата Хаджи Кадырова. И главная цель, и главные задачи были поставлены — это оказание материальной помощи всем нуждающимся жителям нашей республики. Действительно, послевоенный период — это был тяжелый период, и чеченский народ, он был растерян, потому что мы в первую очередь потеряли нашего национального лидера, разруха полностью. И люди, они были в растерянности, потому что тот светлый путь, который начал наш первый президент, он как бы остановился. А это был путь мира и созидания для нашего народа. И тогда возглавил фонд имени Ахмата Кадырова Аймани Несиевна и глава Чеченской республики Рамзан Ахматович. Они в приоритетах деятельности фонда поставили это оказание всесторонней помощи всем нуждающимся жителям нашей республики. И действительно, за этот период, за 20 лет, фондом проделана колоссальная работа. Фонд имени Ахмата Кадырова, этого великого человека, он стал поддержкой, подспорьем не только для нашего народа, но и для республики в целом, потому что деятельность фонда, она не ограничилась одной благотворительностью. По поручению президента фонда Аймани Несиевны деятельность фонда, она начала охватывать и все сферы жизнедеятельности нашей республики. То есть это восстановление, реконструкция социально значимых объектов. И за эти 20 лет деятельность фонда, она, можно сказать, охватила всю, не только всю республику, но и перешла на международный уровень. Потому что мы все знаем и слышим, что слова благодарности в адрес президента фонда Аймани Несиевны, в адрес фонда имени Ахмата Кадырова, они слышатся на многих языках в разных уголках земного шара. И та цель, которая была поставлена изначально в 2004 году, в тот тяжелый период, он достигнут. И есть положительная динамика, есть успех в работе фонда. И фонд, он, скажем так, это неотъемлемая часть для нашей республики, потому что сотни тысяч людей, они получили и помощь, и поддержку от фонда имени Ахмата Кадырова в самый тяжелый период в их жизни. Со дня создания региональный общественный фонд под руководством Аймани Кадыровой оказывает огромную помощь как в нашей республике, так и далеко за ее пределами. Но чтобы оказать столь масштабную помощь, нужно иметь и соответствующую финансовую возможность. А вы скажите, пожалуйста, из каких средств финансируется помощь? У всех этот, как бы можно сказать, главный вопрос, да, и в СМИ всем интересно, откуда берутся деньги у фонда. Как и глава нашей Чеченской республики, и мы все сотрудники говорим один голос, фонд, он сам зарабатывает. Да, действительно, на все благотворительные акции, на ту помощь, которую оказывает, тот масштаб деятельности фонда, необходимы финансовые средства, это все правильно. Фонд, он занимается не только благотворительной деятельностью, он, можно сказать, как хороший бизнесмен, как предприниматель. С первого дня, да, вот создания фонда он создает свои предприятия, создает свои фирмы. Это и производственное, это и строительное направление. То есть фонд, он создает свои предприятия, тем самым, хочу отметить, создавая рабочие места для жителей нашей республики. И не только. Есть еще привлеченные, да, вот, специалисты. То есть и те деньги, та выручка от этих предприятий, она уже распределяется и на благотворительность, и на строительство, и на решение каких-либо проблем. Также хочу отметить, что да, есть вложения со стороны наших соратников, наших бизнесменов, которые проживают не только в нашей республике, за пределами, потому что очень много наших земляков хотят принять участие в благих делах, которые совершает фонд. Это наши
мусульманские праздники, да, садака, закат. Многие, они хотят внести свою лепту, и, конечно, мы это приветствуем. Они тоже хотят быть частичкой, принять участие в тех благих делах, которые совершает фонд, и вкладывают как бы свое вложение, приносит свой взнос. За что мы им тоже благодарны. Действительно, вся выручка, все те вложения, все те заработанные деньги самим фондом, да, предприятием фонда, они направлены на благие дела, которые совершаются фондом на протяжении этих 20 лет. По какому принципу отбираются нуждающиеся люди? У нас охват деятельности фонда, он огромный. И ежедневно в фонд имени Ахмата Кадырова обращаются жители не только нашей республики, я повторюсь, своими разными проблемами. Бывает, что и по адресу, и не по адресу. Мы, сотрудники фонда, как хорошие психологи, уже консультируем тех заявителей, которые к нам обратились за помощью, направляем в те или иные инстанции, стараемся оказать всю необходимую помощь при решении проблем. Но в первую очередь к нам в основном обращаются жители с немаловажной проблемой, проблема, связанная со здоровьем. Очень много больных, очень много рождаются детей с ограниченными возможностями, даже не хочется называть их инвалидами, как-то это грубейшая ошибка, скажем, с разными заболеваниями, тяжелыми заболеваниями. Действительно, человек столкнулся с этой проблемой, он также сталкивается и с финансовой стороны проблемы, потому что на решение, когда уже регулярно приходится выезжать за пределы республики на лечение, необходимы средства на дорогу, на проживание. Да, действительно, они получают направление от квоту от Министерства здравоохранения Чеченской Республики, но это решается одна проблема, а вторая проблема бывает финансовая. И ежедневно фонд обращается, связано со здоровьем жителей нашей республики, также жилищный вопрос, там, решение каких-то различных своих проблем. И у нас есть своя созданная комиссия, которая рассматривает все эти заявления. Мы проверяем по факту, действительно ли есть данная проблема, действительно ли семья, она стоит на учете, как малый муж, и нуждается ли. Очень бывает много, к сожалению, и аферистов, которые, пользуясь случаем, но это же фонд, почему бы и нет. Нет, мне бы хотелось как бы донести. Есть люди, которые крайне нуждаются. Даже многие и не знают, где находится этот фонд. Мы узнаем от соседей, от родственников. И есть очень много таких моментов в нашей работе, когда мы сами приезжаем, а люди бывают удивлены, откуда вы узнали про нашу проблему. И главная цель, главное поручение президента фонда – это оказать всестороннюю помощь именно тем, кто нуждается. И наша комиссия, мы, сотрудники фонда, мы стараемся их тщательно отбирать, смотреть и в экстренном порядке оказывать всю необходимую финансовую помощь. Но без отказа, не рассмотрев какое-либо заявление, у нас не бывает. Мы стараемся оказать всю необходимую помощь всем нуждающимся. Не только жителям нашей республики, но у нас есть из соседних регионов, даже из других городов нашей страны, даже и из других стран. Таджикистан, Киргизия, Узбекистан тоже обращаются уже по почте. А что вы сами испытываете? Я всегда шучу, валерьянка всегда со мной. Всем кажется легко, да, работа в фонде. Но это тяжело. Все равно ты изучаешь судьбу каждого человека, приходится все это через себя пропускать, потому что, я не знаю, это тяжело. Это очень тяжело, но есть большой плюс в нашей работе. Мы, сотрудники фонда, всегда говорим в один голос и радуемся тому, что мы можем принять участие в тех благих делах, которые совершает Аймани Несиевна, Рамзан Ахматович. Надеемся, что это нам где-то запишется, и от Аллаха будет какой-то подарок уже в другом мире. Да, будет. Да. Пусть Всевышний Аллах поможет всем обездоленным. Аминь. Хава, и вы помогаете только людям или помогаете также организациям? Не, я повторюсь, деятельность фонда, она не ограничивается чисто материальной помощью для
людей, для семей. Фонд имени Ахмата Кадырова, он принимает участие во всех сферах жизнедеятельности нашей республики. Наверное, вы, как СМИ, видели, слышали и, наверное, на себе почувствовали поощрение, премия от президента фонда Аймани. Фонд, он активно принимает участие во всех сферах, проводит свои республиканского характера, российского, на международном уровне, различные и спортивные, и культурно-массовые, и религиозные мероприятия, принимает участие во многих проектах. Также фонд, он старается оказать всестороннюю помощь по линии Министерства здравоохранения, образования, то есть приобретение каких-то дорогостоящих оборудований, медоборудования, там, школьных принадлежностей, культурного наследия, спортивный инвентарь. Вот. То есть разнообразие и охват большой деятельности фонда. И Аймани Несимовна, она всегда старается быть поддержкой во всех направлениях. И мне кажется, мы это успешно исполняем, это направление. И, то есть мы не ограничиваемся чисто на благотворительных акциях. Фонд, он везде старается быть поддержкой. Назовите самые масштабные акции, которые проводили за столь многолетнюю работу, которыми вы гордитесь и которые вы запомнили. Вы знаете, скажем так, не мы должны гордиться, а должны гордиться тот народ, который ощутил ту помощь, которую оказывает фонд. Для нас это главное оказание помощи, и чтобы мы могли и были полезными для народа. У нас очень много масштабных благотворительных акций проводится не только в нашем регионе, но и в других соседних регионах. Я еще раз повторюсь, да, у нас статус регионального общественного фонда, но та деятельность фонда за эти 20 лет, она давно уже перешла на международный уровень. И Аймани Несимовна, она старается оказать и быть полезным для всего народа, кто нуждается в помощи. Мы все знаем и видим, и слышим. Сирийское арабское государство в тот тяжелый военный период. Фонд был в первых рядах, который откликнулся и оказал им всестороннюю помощь, и финансовую, и продуктовую. Более 3,5 миллионов продуктовых наборов было роздано там. Это и Турция. Это и Сирия после землетрясения. Более 250 тонн продовольствия было отправлено и в Турцию, и в Сирию. Это Ближний и Дальний Восток, это сомалийцы, это Африка. То есть география, она очень такая, знаешь, насыщенная и богата своим охватом именно в деятельности фонда. Это также вот сейчас идет специальная военная операция, да, на Украине. С первых дней фонд имени Ахмата Кадырова по поручению Аймани Несимовны, он стал оказывать всю необходимую помощь не только участникам наших, да, вот, СВО, но и жителям освобожденных республик, Донецк, Луганска народных и также прилегающих территорий, и продовольственная помощь, и в виде одежды, и финансовая помощь. Также по линии медицины оснащаются их больницы, медучреждения. То есть охват, он действительно большой. Мы все знаем, мы все прошли эту военную кампанию, и такие тяжелые дни, и тут есть помощь со стороны, и еще со стороны чеченского народа. Вот это и есть гордость, да, вот, что вот мы могли и можем помогать нуждающимся. Также мы все были на самоизоляции во время ковида. Вот мы ездим в разные города, в разные регионы, мы слышим, как восхваляют, как гордятся нашим главой республики, что вот именно в такой тяжелый период, что он помогал своему народу. И вот ежедневно в тот период самоизоляции фонд имени Ахмата Кадырова ежедневно проводил различные масштабные благотворительные акции. Благотворительные акции – это и финансовая помощь была нуждающимся, это и продовольственная помощь, и мясо крупного и мелкого рогатого скота. То есть каждый день фонд проводил различные акции. То есть люди, они не чувствовали ни голода, ни холода, они были в достатке. Можно сказать, не только малоимущие семьи получили эту помощь, можно сказать, что каждый дом получил ощутимую помощь со стороны фонда имени Ахмата Кадырова. Таких проектов у нас очень много, и главное в работе фонда, главная цель президента фонда Аймани Несимовна – это быть полезным для всего народа, кто нуждается в этой помощи. И вот на протяжении этих 20 лет хочу отметить, что только человек
с добрым сердцем, с милосердным сердцем может проводить такую масштабную работу, охватив все уголки земного шара. И Аймани Несиевна, она как добрый человек, как религиозный человек, она всю проблему, все горе пропускает через себя, через свою душу, она притягивает любое горе к себе близко к сердцу и старается решить проблему людей незамедлительно. И мне кажется, за эти 20 лет те цифры, которые у нас есть, это большой плюс. Это действительно фонд, он, можно сказать, на первом месте. Он без фонда никак. Он стал хорошим подспорьем для нашей республики и для многих людей во многих уголках земного шара. Помощь нуждающимся и милостыня является обязанностью истинного мусульманина. Также это является поклонением Всевышнему Аллаху. Пусть Всевышний Аллах вознаградит своей милостью президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Аймани Несиевну Кадырову за помощь обездоленным и нуждающимся. Хава, спасибо вам за вашу работу, спасибо за то, что нашли время. Деюрейс Хэйшун, и также от себя лично и от всего нашего коллектива поздравляю вас с наступающим вашим юбилеем. Деюрейс Хаон. Деюрейс Масэмнахо.